Тимур Кенжешевич, сәлеметсіз бе? Бүгінгі өтетін ота туралы айтып берсеңіз. Бүгін осы Аягөздің межрайонный больница дейді ғой, осында өткізетін операциямыз, отамыз жүректің дұрыс соқпауына байланысты сол ота жасайды жатыр. Перебой аритмия деген, аритмологический зоны. Сондықтан бізде мастер-класс осы Астанадан профессорды шақырып, аритмологты сол осында жасайды жатыр Аягөзде. Ең біріншіден. Осы Восточный Қазақстанда жасалмаған операция. Жасалғанда Өскемен жасалмаған. Осы сөйлесеңіз болады. Себебі. Да, данный вид операции был проведен в Семипалатинске, а в Усть-Каменогорске не проводилось. И эту операцию мы хотим впервые провести в Аягөзе. Это данный вид операции проводится с целью улучшения качества работы сердца при различных видах аритмии. Пациенты, которые нуждаются в этом, очень много, они все вынуждены ездить в другие города, в Астану, в Алмату. Это все мы можем сделать на межрайонном уровне. Я думаю, что сегодня, на сегодня у нас планируется 3 операции, и после операции все у них должно быть ритм нормализоваться, и сердце должно быть хорошо. Тимур Кенжешевич, қай қаладан келді бүгінгі біздің дәрігерлер? Келген дәрігеріміз аритмолог Астанадан, Национальный научно-медицинский центрде жұмыс істейді өзі. Сояқта аритмолог болып жасайды. Өзі осы жаққа келіп, бізге мастер-класс өткізіп жатыр. Уже келгені екінші рет келіп жатыр. Осы отамыз бәрін өткізгеннен кейін, негізі науқастарды осында жасалған. А какой диагноз у нашего пациента сегодня? Диагноз один: трепетание предсердий, желудочно-экстрастистовый и фибрилляция предсердий. То есть человек страдает с перебоями сердца, у него все время беспокоит головокружение, слабость, одышка, так как сердце вовремя не может прокачать, то есть ритмично, поэтому у него идет все эти Так, а что вы сегодня будете делать? Мы будем проводить это называемое электрофизиологическое исследование сердца, ЭФИ. А потом идет абляция, то есть прожигание тех участков сердечной мышцы, где идет нарушение проводимости, то есть импульс идет неправильным путем, вот те места, где неправильно идет прижигание. Не прижигать, как обычно вы думаете, там горячее, а холодное, это называется абляция. То есть после сегодняшней операции наши аягузские и другие жители других регионов могут рассчитывать в будущем на эту операцию? Да, в дальнейшем. У нас есть для этого все возможности, да? Да, вот с открытия 2020 года данный вид, все виды операций, кардиохирургические, единственная открытая операция мы не делаем, но планируется. А все виды аритмологической операции, нарушения ритма, все эти операции, которые делались только в Астане, в Алмате, мы можем делать на уровне Аягуза. То есть это очень хорошая новость. Это очень хорошая новость, пациентам очень легко. Многие даже не исследования, не обследованные пациенты, страдающие данными недомоганиями, поэтому и всех можно качество жизни улучшить. Соответственно, и качество жизни улучшим, и народ Казахстана будет лучше жить. То есть здоровая нация в руках у самих казахстанцев. Казахстанцев, да. Правильно. Можно пройти в операционную за вами? Да, вот проходите. Сіз жеріңіз артыңыздан жүрейін. Вот это моечная наша, кардиологи, тем более хирурги готовятся к операции. Супер современная моечная установка. В Казахстане всего в 2 местах, Зырянске и в Аягузе. Сенсорная, да? Сенсорная и вот специально вот там. Сәлеметсіз бе? Қалыңыз қалай? Қазір науқасты отаға дайындап жатыр. Берерінен соң отаны бастайды. Так, у нас вот замывается, вот пациент лежит, готов к операции. Это вот оборудование для проведения, которое я говорил, для устранения различных видов аритмий. Это ЭФИ-станция, это абляция, это для картирования. Картирование — это искать зону именно откуда идет неправильный ритм сердца. Пациентка вот готова.
Она страдает, длительно уже страдает аритмиями, восстановилась. Она проходила лечение, постоянно наблюдалась в Астане. А сейчас можно это воевать. То есть в Астану не надо. Тимур Динжевич, наш пациент же как бы предупрежден, что будет видеосъемка, и өзі рұқсатын берді ғой ол кісі, иә? Да, өзі рұқсатын берді. Түсінікті, бәрі мы тебе ей все объяснили. Данный вид операции здесь. Аты жөніңіз? Дарамабай Гүлмін, 74 жылғымын, осы айымызды туып өскенмін. 34 ауырғалы 10 жыл болды. Осы эфир чағыны мен Астанаға жасатқам 2017-де. Міне енді қайтадан жасау керек болдым, жақсы болды, өзіміздің айымызды ашып. Міне алысқа жол жүрмейміз, жақсы болды. Өйткені бұл отчеттары қайталана береді. Біз енді бүгін кішке түсіреміз, оған сіз қарсы емессіз, иә? Иә, қарсы емеспін. Жалпы операциядан қорықпау керек деп ойлаймын, өйткені Астанадан. Иә, өйткені қоғамдық еркін шығып тұр, мен осыны танимын. Осы 2017-де Кабаев Улан Теміржанович жасаған осы маған. Жақсы, бәрі сәтті өтеді деп сенеміз. Рахмет. Раунд 3, который король сейчас стоит, может он повернуть? Раунд 3. Чекам 108. Yes, 180. 100. They are doing now. Пойди. 180. The minimum 80, Минимальный 80 maximum 200. 200. Окей, 200, 9, 200. 200. Okay. The red points represent to ablation points.
Операция аяқталды. А где хирург? А он еще внутри, да? Читает. Можно спросить, как прошла операция? Прошла операция успешно. Очаг аритмии локализован. С помощью радиочастотной аблации он устранен. Сейчас в работе сердца перебоев нет. То есть какие прогнозы теперь для нашего пациента? Наблюдение динамическое у кардиолога. Но качество жизни у нее улучшится Улучшится. в разы, да? Да. То есть она будет чувствовать себя уже намного лучше. Скоро Нур-Султан, да, Тимур Кенжешевич, это вот по приглашению нашей районной больницы Да, по приезжает к нам? приглашению, да, нашей межрайонной больницы он провел мастер-класс. Сейчас провели первую операцию. Операция по устранению желудочковой кислоты. Операция была удачна. Пациент хорошо себя чувствует, переводит в палату. Ну, вот если кому-то понадобится точно такая же операция, что надо предпринять этому человеку? Ну, такие пациенты в дальнейшем, надеюсь, мы научимся, будем самостоятельно делать. Но для начала надо, конечно, приглашать, потому что это очень не просто так. Это сложная операция, Это очень считается? сложная операция, это значит всю аритмологию надо знать, и все проводящие пути, и осложнения, конечно, тоже бывает, поэтому без специалистов, которые уже очень большой стаж за спиной, сразу начинать опасно. Он готов сюда приезжать, помогать нам. Это все в рамках медстрахования? Это в рамках ГОБМП, гарантированной бесплатной медицинской помощи, поэтому все у нас проводится. То есть вот эта вот новая модель медицинского страхования дает нам возможность проводить такие операции, можно вот так утверждать? Да, мы сейчас, если руководство нам позволит закупить кое-какое оборудование для проведения данной операции, то, конечно, на наших условиях это все возможно, мы уже сделали. Скажите, пожалуйста, об этом оборудовании, вот уникальное оборудование, которое спасает жизни. Это оборудование компании Microport. Уникальность этой системы в том, что она совмещает в себе как электрофизиологическую систему, так и навигационную систему. То есть два в одном, так скажем. Да, и сегодня мы провели устранение желудочковой кислоты с применением навигационной системы. Насколько я знаю, это первая такая система, я имею в виду первая операция в Восточно-Казанской области именно с применением навигационной системы. Тут потребовалась командная работа, да? Тут, по-моему, Все верно, да, то есть несколько человек была проводили. поддержка наших коллег с Турции. Врач составный, как сказал Тимур Кенжешевич, ну и бригада всего центра активно поработала над подготовкой больного, то есть и госпитализацией, всем необходимым. Вы уже уезжаете или еще проведете? Ну, мы пока сегодня здесь, потом мы дальше поедем, да. Айгүл ханым, қалыңыз қалай? Мен айттым ғой бәрі жақсы болады деп. Өзіңізді қалай сезініп тұрсыз? Жақсы. Жоқ, қазір жақсы. Жарайды. Ем болсын. Әмин. Сау болыңыз. Рахмет.